В начале брифинга советник президента Абхазии по взаимодействию с правоохранительными органами Леонид Дзяпшба поздравил всех с приближающимся праздником и отметил, что силовые структуры Абхазии с 24 сентября по 1 октября переведены на усиленный режим работы. Только подчиненных Министерства внутренних дел 30 сентября в Сухуме будет 900 человек. Все они будут следить за соблюдением общественного порядка. Усилена будет работа и всех постов ГАИ на республиканской трассе Псоу-Ингур. Мы готовы к приему наших граждан в городах и районах об обеспечению порядка, чтобы не беспокоились о своей безопасности, имущества, транспорта. Во всех городах мероприятия начинаются с 25-го, в Ачимчирском районе, в Гудаутском районе, как я сказал, в пути следования, в местах, где будут проводиться до 30-го эти мероприятия, все, что необходимо, там будет обеспечено. Все Министерство внутренних дел сегодняшнего дня переводится на усиленный вариант работы. Мы составили план по обеспечению общественного порядка, безопасности в период проведения данных праздничных мероприятий. Весь личный состав будет направлен на соблюдение общественного порядка. По Абхазии уже на местах также будут нести службу сотрудники органов внутренних дел. Там тоже есть свой план работы, и поэтому нигде никто не останется без внимания. Особые меры безопасности будут приняты на городском стадионе «Динамо». 2 из 6 входов на стадион будут открыты для гостей по пригласительным билетам, остальные – для свободного входа граждан. Да, свободный вход и так далее, но никто с оружием, в нетрезвом состоянии и так далее. Все это будет отслеживаться, через коробки будут проходить и стрельба, и в нетрезвом состоянии езда и так далее. Все это должно быть исключено. С 24 сентября по 1 октября изменен порядок пересечения государственной границы по реке Ингур. Здесь введен усиленный режим охраны границы и ужесточены правила пропуска граждан. Въезд граждан будет только по особым пропускам, и иностранных граждан, ходатайство на въезд которых будет получено от МИДа Республики Абхазия. Наши пограничные силы приведены в повышенную готовность, в том числе и по реке Псоу тоже. Режим прохода по реке Псоу остается прежним. Чтобы автомобилисты-любители могли безопасно проехать по городу с национальными флагами, будет организован автопробег. Регистрация всех желающих принять участие в акции начнется на площади Свободы 30 сентября в 15 часов. В 17:00 колонна будет двигаться по улице Гуля, после чего выйдет на улицу Ардземба по направлению села Нижняя Шера Сухумского района, после чего развернется и проследует на восток столицы нашей. В Багмаране развернется колонна, возвращаться по Кадорскому шоссе по улице Ардземба, зайдет на площадь. Следует отметить, что 28 сентября, в день проведения генеральной репетиции парада, и 30 сентября 8 центральных улиц Сухума, прилегающих к площади Свободы, будут перекрыты для движения автотранспорта с 6 часов утра. Движение будет открыто только по улицам Лакоба и Ардземба. Как подчеркнули в завершении брифинга его участники, никаких послаблений нарушителям правил дорожного движения и общественного порядка в День Победы не будет. Ко всем нарушителям будет применяться предусмотренная законом мера наказания. Ирина Аршба, Алексей Агухава, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение.